Брать ипотеку лучше в Башкирии, а рожать в Коми. По таким заголовкам вышла статья в одном из федеральных изданий. И действительно, законопроект, предложенный Сергеем Гапликовым, буквально взбудоражил общественность и аналитиков. Ни в одном регионе страны не выделяют по миллиарду в год на дополнительные меры поддержки семей с детьми. Вы знаете, я не думаю, что будут какие-то поправки, потому что там заложено, если по-русски говоря, выше крыши все. То есть этот миллиард, который выделил глава республики, он идет полным ходом в этот закон, и добавлять или что-то отнимать оттуда уже просто нечего. Поэтому надо только, чтобы наши семьи возрадовались, получили вот эти деньги, суммы, которые будут отпущены. Я считаю, что это очень нормальное явление. По мнению Леонида Вокуева, депутаты выступят единым фронтом. Представители парламентского большинства и оппозиционных партий проголосуют за представленный главой законопроект. Дополнения и поправки в него вносили заранее, детально обсуждали на парламентских комитетах, учитывая предложения общественности. В результате обсуждения и людьми, и Общественной палатой, и активистами сумма по данному законопроекту увеличилась. Принятие данного закона для поддержания именно демографической ситуации положительной, для улучшения ее для республики весьма и весьма своевременно. Другой вопрос, может еще надо миллиард. Итак, что же предлагает демографический законопроект? Первое – региональный семейный капитал – 150 тысяч при рождении первенца. Второе – уменьшение критерия нуждаемости при получении компенсации за детский сад. Совокупный доход семьи не должен превышать 2,5-кратного размера прожиточного минимума, сейчас 1,5. Государство обращает очень большое внимание к развитию семьи, к институту семьи. Я считаю, что это очень правильное решение. И то, что глава республики этот тренд такой поддерживает, это, конечно, очень здорово. Депутаты, я думаю, сегодня, мне кажется, единогласно поддержат этот законопроект, потому что он нацелен на поддержку семьи, на поддержку детства, материнства и так далее. Увеличивается республиканское пособие на ребенка, как и пособие на проезд школьников и студентов из многодетных семей. Плюс ко всему, законопроект предусматривает выплату на покупку продуктов питания беременным женщинам и кормящим матерям. Матпомощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви несовершеннолетним детям также возрастет. В совокупности на все меры поддержки республиканский бюджет ежегодно будет дополнительно выделять более миллиарда рублей. Но ведь закон принимается не на 1 год. То есть это нужно брать гарантии, что такого же рода суммы, не менее, они будут и в будущем. То есть на это должны быть направлены усилия правительства и Государственного совета, чтобы экономика была способна наполнять бюджет достаточным для того, чтобы эта сумма всегда была под рукой и могла гарантировать те обещания, которые есть. В итоге представленный законопроект поддержали 25 депутатов, еще один не голосовал. Совместное решение парламентарии встретили аплодисментами. Большинство мер социальной поддержки будут применяться с 1 января следующего года. А вот компенсация за детские сады и матпомощь на покупку одежды детям рассчитают по-новому, задним числом, начиная с 1 сентября. Алексей Корчма, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.